В агротехнологическом университете Якутска стартовал сезон продажи рассады цветочных и овощных культур 2022. Вот уже цветут, вот уже цветет у нас петунья. И очень бархатцы у нас, бархатцы скоро уже зацветут. Это бархатцы прямостоячие, это бархатцы антигуа. В продаже представлены полюбившиеся многим бархатцы, шафраны, петуньи разнообразных сортов, сальвии и многие другие популярные виды цветущих растений. Заведующая кафедрой агрономии и химии Наталья Слепцова рассказала о том, как проходит процесс посадки и о тонкостях этого непростого дела. Кафедра у нас классическая, мы выпускаем агрономов. Обучение у нас практикоориентированное. Так как практикоориентированное обучение, мы учим агрономов, будущих агрономов посадки и уходу за рассадой. При посадке, значит, мы и учим студентов и используем, значит, почвосмеси. Почвосмеси у нас простые. Почвосмеси у нас состоят из 3 частей. Это значит земля, перегной и песок. Мы все это собирается, значит, и делается почвосмесь, вон там вот прям на улице делается. И подкармливаем, конечно, чтобы растения при пикировке себя хорошо чувствовали. Мы подкармливаем растения корневином. Первые приготовления, по словам Натальи Алексеевны, начинаются еще в феврале. Посев и частичная пикировка проходят внутри основного корпуса. Затем вся рассада переезжает в теплицу, где происходит дальнейшее созревание. Вот у нас бархатцы. Вот это вот мы их посадили, да? Сейчас вот будем пикировать. Для пикировки, значит, мы делаем, значит, эти вот такие вот отверстия. Делаем отверстия. Потом в эти отверстия наливаем воду с корневином. С корневином. Вот уже с корневином воду наливаем. Значит, тут не сказать, что очень сложно. После того, как все это, чуть-чуть ждем, пока оно, пока оно в почву маленько подпитается. Да, подпитается. И так. И проводим пикировку. Пикировку проводим до полностью. Знаешь, да? Да. Прям крупно бери, да. интересно. Чтоб до соцветия проводится пикировка, чтобы не получилась балеринка. Каким бы важным ни был процесс пикирования, основная подготовка все же начинается с земли, точнее, с приготовления почвы. Сначала мы готовим сырье, да? Это песок, грунт обычный, да? И перегной. Ну, перегной разный бывает, и коровий. А если нет, то и конский тоже используем. Ну, соотношение по-разному, да? Вот сейчас мы перегной и грунт 1 к 1 делаем, и еще 1/3 это песок, чтобы почва была рыхлая. Ну, разные есть грунты, да, они более глинистые, да, суглинистые, есть супесчаные, песчаные, ну, в зависимости от грунта, да. Друзья, здесь мы с вами видим процесс подготовки почвы. Чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, готовится специальная почвосмесь из грунта, песка и перегноя. Ну, процесс очень быстрый, простой. Практически любой может это в домашних условиях сделать. Конечно, у нас фракции разные бывают, да, вот скомковатые, с мусором сухим, да, поэтому его надо, конечно, пропускать через сито. Это у нас грунт чистый? Да, это грунт, да, дерновый грунт, да, который, да, дерновая земля, да, которая содержит очень много различных частиц, да, корни, остатки растений, да, которые еще не разложились, может быть. Ну, и, конечно же, песок, который, речной песок должен быть. Это не строительный, это речной песок, который обычно вот
в реках, в руслах рек находится. И, конечно же, перегной, который у нас дает органику, да, вот, органические вещества, которые нужны для растений. На данный момент высажено более 80 тысяч единиц цветочной и овощной рассады, готовой к реализации. Приобрести ее можно напрямую в Агротехнологическом университете, а также во время праздников с 3 по 10 мая включительно. Надежда Кузнецова, Алексей Елисеев, ТВТН, Якутск.